Доброе утро! На календаре 2 июня, и мы рады, что этот первый летний вторник вы встречаете вместе с «Утро Якутии». Сегодня мы постараемся разбудить вас не только кофе, но и интересными новостями. Сегодня отличный день, чтобы начать новое путешествие, пусть даже пока виртуальное. Почему? Потому что сегодня мы будем говорить о конкурсе «Якутия. Земля приключений». Также из приятного вас ждет ювелирная игра. Любой из наших телезрителей может выиграть серебряный талисман на успех. Поговорим также о безопасности братьев наших меньших в летний сезон, а также узнаем, чем руководствоваться и что делать, если случилось так, что вы застряли в лифте. Ситуация, которая может произойти с каждым из нас, согласитесь. Но и это, конечно, тоже не все. Много другого полезного и интересного мы подготовили для вас сегодня. Ну а начинаем мы наш эфир с актуального. Узнаем, какая погода ожидает нас сегодня. Сегодня в центральных районах ожидается до 10-16 градусов тепла. В Заречной группе 11-18, в южных 3,7 градусов, в Вилюйской группе от 7 до 16, в Нижнеленских от 9 до 18, в западных 6-14. В Колымэнди-Киевской группе от 3 до 21 градуса, в Янских от 9 до 19, на северо-западе от 0 до 12 градусов тепла. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила 13 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду, а днем нам обещают день без осадков, ветер северо-восточный 5 и 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 18-20 градусов тепла. Ну а сейчас ознакомимся с последними актуальными событиями. Передаю слово своим коллегам из информационной службы. Приветствую вас, коллеги и зрители. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. В России появилась новая мера социальной поддержки для семей с 2 и более детьми. Заявление уже можно подавать по 30 сентября включительно через отделение социального фонда, офис «Мои документы» или портал госуслуг. Условиями для ее получения является наличие детей до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно в СУЗах и вузах. Еще одно требование – размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения. На эту выплату, ежегодную семейную выплату могут претендовать только граждане Российской Федерации, которые работали в 2025 году и уплачивали подоходный налог и являются налоговыми резидентами Российской Федерации. Также дети тоже должны быть граждане Российской Федерации. То есть, если оба родителя работающие, и они проходят, соответственно, по имущественной оценке нуждаемости, они могут оба претендовать на эту выплату. Вчера в Международный день защиты детей в перинатальном центре Якутска открылся кабинет ЗАГС. Теперь молодые мамы смогут оформить первый документ своего малыша – свидетельство о рождении, не покидая медучреждение. Первыми новой услугой воспользовались 8 мам. Среди новорожденных есть и двойняшки. Родители выбрали для своих детей как традиционные, так и редкие имена – Майя, Май, Ия, Ая, Дархан и Тимур. Вместе с документами счастливые родители получили поздравительные адреса управления ЗАГС и памятные подарки. В 2022 году в республике был введен суперсервис рождения детей. И 60% мам и пап воспользовались им и через госуслуги зарегистрировали рождение своего ребенка. Однако оставался один как будто недоделанный шаг. За свидетельством о рождении все равно приходилось приходить в ЗАГС. Поэтому инициатива управления ЗАГСа по республике Саха-Якутия является одной из инициатив, которой доделывается следующий шаг для того, чтобы мамочкам было удобно и доступно здесь сразу после рождения на одном этаже сразу получите свидетельство.
В России в начале года спрос на частные детские сады вырос вдвое. При этом все чаще родители выбирают формат, при котором ребенок находится на территории специалиста. Такие услуги стали востребования на 75%. Интерес к развивающимся занятиям вырос на 92%. Еще один запрос – помощь с домашним заданием – плюс 37%. Отмечается в исследовании сервиса «Авито услуги». По данным сервиса, спрос на услуги нянь вырос на 6% в годовом выражении. Кроме того, заметно вырос запрос на помощь в дороге в детский сад и обратно. Интерес к услугам тех, кто заберет ребенка из сада, увеличился на 66%, а тех, кто отведет туда, на 60%. Верхневилюйский народный театр поставил новый спектакль по книге Дмитрия Наумова «Судьба солдата». Здесь повествуется о судьбе Николая Александровича Нотосова, человека, чья молодость прошла в старейшие годы Великой Отечественной войны. Центральной темой постановки становится человечность и взаимовыручка. Благодаря решительности командира настоящей на сложной операции Николай остался жив. Несмотря на перенесенную боль, герой находит в себе силы жить дальше. Работа звука и света дополняет актерскую игру артистов и словно переносит зрителя в прошлое. Спектакль также посетили родные внуки Нотосова. Они поделились своими впечатлениями. Мне все-таки удалось после долгих 7 лет, потому что первое представление было в городе Якутске в 2020 году. Но мы все прекрасно помним ковид, когда не было возможности выехать. И поэтому вот только спустя 7 лет мне удалось побывать на премьере этого спектакля. Спектакля про судьбу моего родного дедушки Николая Алексеевича Нотосова. Это спектакль о судьбе солдата, который потерял на войне двух своих родных братьев, Макара и Алексея, и который, несмотря ни на что, на сильные ранения, которые он получил во время войны, смог все-таки реализовать себя в мирной жизни. Ну а теперь к забавным новостям. В России появился необычный бьюти-тренд, теперь уже для домашних животных, а точнее для морских свинок. Один из салонов красоты начал предлагать так называемый бимбо-уход для этих пушистых грызунов. За 3000 рублей питомцу готовы устроить полноценный спа-ритуал. Нежное мытье со специальными шампунями, бережную сушку феном и даже расслабляющий массаж мордочки и лапок. После всех процедур, как обещают мастера, морская свинка превращается в настоящую бимбо-икону с ухоженной шубкой, сияющим взглядом и просто неотразимым видом. Хозяину остается только записать своего любимца на процедуру и дождаться звездного преображения. Правда, непонятно, пока рады ли такому вниманию сами свинки. Ну а далее, чуть позже, мы с нашей гостьей поговорим о том, как обезопасить своих питомцев в летний сезон. Но если для обычных питомцев лето просто доставляет дискомфорт, то для служебной собаки это вопрос выполнения боевой задачи. Кинологи не просто гуляют со своими подопечными, они разрабатывают целые системы тренировок и спасения в экстремальных условиях. Давайте посмотрим, как работают четвероногие специалисты в руках профессионалов. Учиться и играть одновременно. На этом пес по кличке Винерхунд Хатабыч собаку съел. И это только с виду он просто резвится. На самом деле игра – это поощрение после очень важной работы. Хатаб ищет пропавших людей. Пес совсем недавно заступил на службу. И, кажется, на работу он отправляется как на праздник. С самого щенячества постановки на след Хатаба обучал кинолог Василий Шматов. И постичь эту науку весьма нелегко, говорят специалисты. Обучение по следу, на самом деле это самый тяжелый профиль, самый сложный. Начинается все с общего курса дрессировки. Ну что, собака любит поесть, поиграть. Вот, приучаешь к аппортировке, приучаешь к лакомству.
как лакомство. Есть корм, на занятиях, допустим, питается колбаской. По такому же принципу хвостатые сотрудники могут найти что и кого угодно. Например, специализация Одина – наркотические и психотропные вещества. Собака без труда распознает, в какой коробке хранится подозрительный порошок. Еще бы, опыта Одину не занимать. Пару месяцев назад он вместе с хозяином Русланом Поповым вернулся из годовой командировки в Дагестан. Хотя сам Руслан считает, что их отношения неправильно определять как хозяин-питомец. Больше считаю компаньон, товарищ, напарник. Не только служебные взаимоотношения, но и как бы бытовое взаимодействие. К сожалению, конечно, возможности содержать их дома нет, но стараюсь чаще выгуливать их, навещать в выходные дни. Якутские кинологи уверяют, что, несмотря на стремительное развитие технологий, человечество до сих пор не придумало устройство, которое могло бы посоперничать с собаками по чувствительности нюха. Неудивительно, что в услугах чутких мокрых носов нуждаются многие структуры силовых органов. В республике у нас всего 100 ГАГов. У нас в Якутске, кроме Центра кинологической службы, есть ППС собаки. Есть охранно-конвойный батальон, конвоированием занимается, там тоже собаки есть. И также по республике у нас есть кинологи с собаками. По известному экономическому закону на спрос в центре отвечают предложением. В новом помете 10 малышей. Будущим охранителям порядка всего 2 месяца. Но, как и люди, черты характера они проявляют в нежном возрасте. Кто-то пошустрее, допустим, похитрее, кто-то более просто прожорливый. У нас вот есть такой Густав здесь. Ну, сейчас, наверное, можно будет не увидеть. Вот. Он может просто лежать возле чашки и есть. И его ничего абсолютно не смущает. А есть такие вот как бы поджарые, такие, которые прям вот ждут, они будут вот здесь вот сидеть, да, и будут ждать, когда, что, где. Пока щенки в полной мере наслаждаются детством в компании братьев и сестер. Но уже сейчас специалисты, учитывая нрав каждого из воспитанника, планируют, в каком профиле собака проявит себя лучше всего. Ржана Гармаева, Илья Сыромятников, Якутск. Ну, а мы продолжаем говорить о наших маленьких друзьях, не только об их внешнем виде, но и об их безопасности и подготовке к летнему сезону. Потому что, когда мы открываем сезон на участке, наши питомцы открывают его вместе с нами. И то, что привычно и безопасно для нас, для них может быть стрессом или даже угрозой. Клещи, жара, удобрения, незнакомая трава. Как ко всему этому подготовить наших питомцев? На эти вопросы ответит эксперт. У нас в студии Любовь Габышева, заведующая учебно-производственной ветеринарной клиникой Айболит. Любовь, доброе утро. Доброе утро. Ну, самая такая, пожалуй, актуальная проблема, да, из года в год – это клещи. Причем не только, да, вот для питомцев, но и даже для людей очень опасная, да. Как защитить, обезопасить питомца от этих насекомых? Защита питомцев от клещей, различные методы есть. Во-первых, это капли на холку, вакцинация, есть ошейники. И есть еще таблетки, есть спреи. Они все различные, у них всех срок действия тоже различный. Капли на холку, например, безопасно, он не попадает в кровь, просто обеззараживает шерсть и так далее. Да? А вакцина, например, он чуть надолго, на 6 месяцев, но когда он попадает в кровь, когда клещ кусает собаку, например, собака заражается, но более легко переносит. Вакцина в этом. А спреи, ну такие же, на 5-6 часов работают. И еще ошейники. Ошейники, они на 3 месяца, но они токсичны. Например, вот покапали на холку, и еще ошейник одевать тоже так нельзя. Это будет очень токсично. То есть как бы вдвойне, так скажем, да, двойной удар, да? Опасненько будет. Ага. Ну, конечно же, еще самое лучшее – это все время осматривать свое животное после прогулки. Ну вот, а что касается графика прививок, стоит ли его менять как-то вот перед летним и дачным график сезоном? прививок вообще не стоит менять. Есть плановая вакцинация каждого животного. Допустим, да, у вас маленький щенок, и он проходит, по 2 этапа. Первый получает вакцину, потом
через 21 день ревакцинацию получает. Все, потом идет ежегодная вакцинация, в год один раз обязательно плановая вакцинация. Раньше нельзя получать, он действительно 10 месяцев, но максимум 1 год. Ну, понятно, что животное мы часто вывозим на дачу, да? Кто-то переезжает на дачу, огород и все дела. Как-то опасны ли удобрения для тех же собак и кошек, которыми мы засыпаем те же грядки? Удобрения могут быть опасны. Во-первых, когда они берут, облизывают им, да, или копают это удобрение, они могут проглотить какое-то количество, да, и у них может быть отравление. Или когда они ходят по ним, у них будет там химический ожог и так далее. Желательно, когда посыпаете удобрением, собаку лучше изолировать на 3-4 дня. Только после уже выпуска. Да, и после. Так будет намного безопаснее. А как понять, что питомцу жарко, да? Как вообще есть какая-то профилактика от жары? Профилактика от жары — это, наверное, тенек. Как понять? Может, купание водой, там, не знаю, как-то может быть, обливать. Но когда питомцу жарко, у него учащенное дыхание, отдышка. Самый первый показатель — отдышка, сухой нос. И, конечно же, надо его отнести в прохладное место. Особенно этим страдает порода хаски. Они же северные, да, маламуты, и им нужно тенечек обязательно. А тот же, допустим, горячий песок, горячий асфальт, он также, наверное, какой-то дискомфорт, наверное, для лапок животных. Самая лучшая защита лап — это обуви, всякой различной обуви сейчас есть, да. Или обычно больших собак владельцы одевают носки обычные, потому что между пальцами есть трава, я забыла его название, но он обычно застревает между пальцами. Еще есть воски и всякие крема. Все. Больше никаких. Ну и, конечно же, чаще уборка от всяких стекол, мусора. Существуют как собаки, так и кошки длинношерстные, пушистые, да. Стоит ли их стричь перед жарким летом? Это, конечно, миф, потому что температура тела вообще у собаки, у кошки, у них они сами себя регулируют, это по природе так, да. Кошек, во-первых, вообще не стоит стричь, но бывают исключения. Это когда как колтуны, когда кошка не может сама себя почистить, болеет по старости, тогда можно стричь. А так кошек вообще не стоит стричь, потому что они не стрессоустойчивые. Когда кошек стригут, у них температура тела меняется, у них очень сильный стресс появляется, и они могут заболеть. А вот собак надо стричь. Ну, у нас, да, в Якутске, мои клиенты, например, они обязательно приходят на стрижку перед дачей. Они говорят, он там много собирает грязи, траву, поэтому практически сейчас, в этот сезон, все стригутся коротко очень. Красивой такой стрижки не бывает. Все коротко стригутся, но это тоже миф. Просто удобно хозяину так. Вот побегала собака, зашли, протерли и все. Там совсем мало шерсти, да? А когда длинная шерсть, все, вот эту траву, грязь надо вычесать, мыть, это столько времени. Поэтому, чтобы владельцы экономить свое время, они стригут всех коротко. Любовь, а страдают ли животные, допустим, от тех же комаров и мошек? И если да, то какие-то средства защиты существуют для них? Да, они страдают от комаров, но есть спреи, ну так же, как от клещей, да. Это почти одно и то же. Вот. Также ошейник, например, он не только от клещей, он вообще от этих насекомых в целом, да. И обработка таблетками тоже, да, они тоже в целом защищают. Ну а так есть спреи для животных, так же, как и у людей.
но они очень токсичны. В декоративных породах, например, вот той-пудель, бишон и так далее, вот эти мелкие породы же есть, они вызывают аллергические реакции. В основном сейчас вот эти декоративные животные, они очень аллергичны, поэтому это очень рискованные. Лучший способ, наверное, поставить вакцину, попить таблетку, ну, вот этот профилактику сделать и уже спокойно ходить. Тогда и никакое страшное знойное лето им не страшно. Да, да. Любовь, вам огромное спасибо за полезные рекомендации. Я думаю, очень будет полезно и нашим телезрителям, всем владельцам братьев наших меньших. Вам хорошего дня, плодотворной работы. Спасибо. Ну а у нас на очереди рубрика «Даты событий». Узнаем, чем отмечен этот день 2 июня в календаре. На календаре 2 июня. Сегодня день здорового питания и отказа от излишеств в еде. По народному календарю Тимофей грядочник. В это время смотрели, не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат с глаза недобрых соседей. С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещал обилие шишек на елях. Этот день в истории. 1905. Президент США Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о заключении мира в русско-японской войне. 1946 год. На референдуме в Италии принято решение об упразднении монархии. 1953. Состоялась коронация английской королевы Елизаветы II. 1955 год. День рождения космодрома Байконур. В этот день родились Маркиз де Сад, французский писатель, аристократ и философ. Константин Победоносцев, российский государственный деятель, ученый, правовед и публицист. Джонни Вайсмюллер, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион. Ярослав Голованов, советский российский журналист, писатель. Юнна Мориц, советская российская поэтесса, переводчица. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Иван, Никита и Тимофей. Представьте себе, за окном летнее солнце, а внутри прилив энергии. Даже 5 минут движения прогонят остатки сна и подарят легкость на весь день. Начинаем зарядку. Всем доброе утро. Меня зовут Эльвира. Сегодня мы будем проводить зарядку для бодрого утра. Давайте, первое упражнение – это джампинг джек. Сначала я покажу для вас полный джампинг джек и упрощенный вариант джампинг джек. Давайте начнем. На выдохе ручки, ножки разводим в сторону. Выдох, 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 в сторону, дышим. На выдохе в сторону, вдох, возвращаем ручки, ножки обратно. Поехали. Теперь показываю упрощенный вариант. На выдохе ручки, ножки по очереди в сторону. Выдох, выдох, дышим. Спокойно. Едем. Раз. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Закончили. Давайте теперь второе упражнение. Упрощенный бёрпи. Показываю. Смотрим. На вдохе колени сгибаем. На вдохе ручки опустили, ладонь поставили. На выдохе ножки по очереди. Выпрямляем и возвращаем. Без прыжка хлопок. Поехали. Вдох. Дышим. Выдох. Вдох и выдох. Делаем упражнение без прыжков. Упрощенный вариант. Спокойно дышим. И выдох. На вдохе встаем в планку. Возвращаем. Выдох. Еще. Работаем. Выдох. Когда встаем в планку, мы ягодицы сжимаем, мышцы живота напрягаем. Не забываем дышать. На выдохе хлопок. Еще. И выдох. Молодцы, закончили. Следующее упражнение – приседы, отведение ног в сторону. Смотрим. На вдохе таз отводим назад, корпус, спину держим прямо, корпус чуть опустили. На выдохе встаем, ноги в сторону. И выдох. Ноги держим на ширине плеч. На вдохе вниз, выдох, в сторону дышим. Выдох. Руки держим прямо,
как встали. Отводим руки в сторону, ноги в сторону. Дышим. Вдох и выдох. Не забываем спину держать прямо. Работаем. Еще. Выдох и выдох. Закончили. Желаю вам прекрасного, хорошего, доброго утра. Всем удачи! А между тем, в минувшие выходные на реке Канкаме прошел Кубок города Якутска и чемпионат республики по спортивному туризму «Лига воды. Дистанция водная». Федерация спортивного туризма Якутии собрала 180 любителей водной стихии и провела состязания на байдарках, пакрафтах, катамаранах и сабборде. С подробностями наш корреспондент Ларина Сукуева. В первый соревновательный день прошли состязания на катамаранах, в которых приняло участие около 100 любителей водной стихии в двух категориях – катамаран «двойка» и катамаран «четверка». Задача атлетов заключалась в прохождении 12 ворот, установленных над водой, максимально не задев вешки ни телом, ни веслом, ни судном. Цель экипажа заключается в том, чтобы пройти без ошибок несколько ворот установленных, которые у нас стоят против течения и по течению. То есть в зависимости от класса дистанции у нас различаются чемпионаты города Якутска и республиканский чемпионат. Все еще зависит от частоты прохождения ворот. То есть, хотя и результаты у нас выходят по времени, но в конечном итоге большую роль играет частота прохождения. Надежда впервые приняла участие в соревнованиях на воде. Ее команда не заняла призового места, но в любом случае свое участие она считает колоссальным опытом. Немножко ветрено и против течения. Это очень непривычно. Мы, когда в походах на сплавах, всегда идем по течению, а тут получается и ворота тебе, и против течения, и ветер. Но все равно это оставило такие вот ошеломляющие впечатления. И если на Кубке города могли принять участие новички, то на чемпионат республики Федерация спортивного туризма допускала только опытных водников. Здесь дистанция удлинилась до 14 ворот, и покорилась она с лучшим результатом Половинкину Андрею и Помогаеву Сергею, что неудивительно. Оба представляют яхт-клуб «15-летний капитан». Просто мы сегодня взяли призовые, наверное, просто хорошая команда была, слаженная, как бы. Из-за этого, наверное, все-таки. А то, что клуб не клуб, ну, на воде, да, мы есть, но сегодня на воде были не только мы, как водники, а другие ребята-водники тоже. Среди женщин на катамаранах отличились Людмила Еремеева и Мария Румянцева из известного клуба водников «Арго». Мария, к слову, приняла участие в нескольких категориях – и на катамаране, и на байдарке. Но своим любимым судном считает пакрафт за его легковесность. Мы увлекаемся пакрафтами сейчас. В последнее время у нас был совместный поход именно на Путарана, Красноярский край. Мы там ходили по озеру Ыткөле, там же долганы живут, и там все наименования местностей как бы на якутском долганском языке. Ыткөле, потом была речка Муксун и глубокое озеро. Соревнования стали отличным открытием сезона как для опытных спортсменов, так и начинающих водников. Призеры получили заветные спортивные разряды и уже готовятся к следующим водным состязаниям, которые пройдут 11 и 12 июля. Ночная Ленская гонка, 15 километров, те же категории. Регистрация еще открыта. Друзья, сегодня вторник, а значит время нашей ювелирной игры. Сегодня мы разыгрываем еще один серебряный талисман успеха от ювелирного дома Керге. Условия те же, но есть важные изменения. В этот раз ответы принимаются только в нашей группе в МАКС. В Телеграм-комментарии в этот раз не учитываются. Что нужно сделать, чтобы получить талисман? Во-первых, быть подписанными на наш Телеграм-канал «Утро Якутии», на группу в МАКС, перейти в нашу группу в МАКСе и под постом с игрой ответить на вопрос. Ваш пример успешного человека. Кто он?
Как мы выберем победителя сегодня вечером? Соберем все комментарии в Максе среди подписанных участников, а затем генератор случайных чисел выберет один счастливый номер. Победителя объявим там же, так что подписывайтесь и включайте уведомления. Желаем всем удачи! А русский язык не терпит спешки, но очень любит правильные ударения. Сегодня в рубрике «Говорим правильно» разберем слова, на которых иногда спотыкаются даже профи. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами нередко говорим о трудностях постановки ударения в русских словах. Точнее, не о трудностях, скорее нужно сказать, а о колебаниях. И вполне закономерно вы можете меня спросить, а почему, собственно говоря, эти колебания в ударении возникают? Я тоже задалась этим вопросом и перво-наперво задала его искусственному интеллекту. Искусственный интеллект, проанализировав разные источники, выдал мне несколько причин, среди которых, точнее даже первое из которых, было влияние заимствований. Действительно, при заимствовании слово чаще всего сохраняет то ударение, которое было у него в языке-источнике. Однако постепенно слово как бы подстраивается под систему норм русского языка, и место ударения может измениться. Бывает так, что в переходный период у слова существует сразу два варианта с правильным произношением, с правильным ударением. Ярким примером является тому слово «маркетинг» и «маркетинг». Но, конечно, я не остановилась только на то, что спросила у искусственного интеллекта о причинах. Я заглянула еще в очень любимый мною журнал «Русская речь». И не смотрите на то, что этот журнал 92 года. Статья, опубликованная в нем, до сих пор является актуальной. В этой статье автор размышляет о том, как ставить ударение в прилагательных, образованных от существительных. Причем прилагательные эти образованы от тех существительных, которые имеют иноязычное происхождение. Это, например, такие слова, как кедровый или кедровый, лозунговый или лозунговый. Что касается приведенных мною примеров, то правильно говорить кедровый, кедровые орешки, а произношение кедровый является устарелым. А вот слово лозунговый можно произносить с разным ударением, однако рекомендуемым является ударение на первый слог – лозунговый. Давайте говорить правильно. Всего доброго! А ударение в словах мы ставим, чтобы не спотыкаться в речи, а вот чтобы не спотыкаться в семейном общении, иногда достаточно сесть за один стол, и лучший помощник здесь настольные игры. Сегодня говорим о том, что объединяет детей и родителей лучше любого гаджета. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Дела семейные» хочу поговорить с вами о том, как настольные игры делают семью дружнее, крепче, веселее и находчивее. Думаю, что многие уже пробовали играть в популярную игру Imaginarium, которая содержит в себе игровое поле. Это поле становится для семьи единой территорией, в которой они объединяются и становятся равными друг перед другом, несмотря сколько им лет, 5 лет, или он подросток, или вы родитель вообще. В этом игровом поле это территория без гаджетов. Суть этой игры очень проста. Вам раздаются карточки, в которых вы выполняете задания и рассказываете про ассоциации, которые вызывают у вас картинки на этих карточках. Ну, например, вот эта карта. Я тут страшным голосом должна рассказать, что у этой женщины имя Сера. Ну, что-то в этом духе, да? Ну, здесь включается игра на воображение. Артистизм может включиться, все что угодно. И я кладу карточку рубашкой вверх, чтобы другие участники не видели мою карту. Они должны будут выбрать свою карту из своей колоды, и, например, там, ее зовут Сера, да, и, допустим, выбрали они такую карту,
и положили тоже рубашкой вверх. Далее ведущий поднимает эти карты выброшенные и путает между собой, раскладывая их потом, переворачивая. И у них есть такие фишки, где они голосуют. Где же все-таки карточка ведущего? Для того, чтобы выиграть, нужно отгадать, где карта ведущего, и это будет признаком того, что вы очень хорошо улавливаете ассоциации и можете своей картой запутать других участников, и это тоже добавит вам ходов по этому полю. Как только вы достигнете финальной клеточки, этот участник становится победителем. Следующая игра, которую хочу вам представить, Мачикоро. Тоже очень популярная игра. Она пользуется популярностью почти наравне с Монополией. Но это японский аналог, я бы так сказала. И играется он... Тут уже есть стратегии в игре. То есть для того, чтобы выиграть в эту игру, нужно не просто собрать определенные карточки, нужно создать свой город, потому что вы становитесь мэром каждого своего города. И у вас есть предприятия, которые начинают работать. Вам выдается определенное количество денег для того, чтобы начать эту игру. И у вас есть такие вот карточки с полями, которые, если вы выбрасываете кубик с единичкой, например, здесь пшеничка есть, вам приходит доход. То есть карточки здесь разного направления. Да? Самые главные карточки в этой игре — это вот эти карты, которые показывают нам свои предприятия, которые приносят нам доход или какие-нибудь фишки во время игры. Здесь можно придумывать не только свою стратегию, которая будет основываться на том, вы получаете доходы от бросков других игроков или все-таки от своих собственных. То есть и тот, и другой вариант может показаться очень интересным, сложным иногда, но показать, у кого какое все-таки мышление. Есть критическое мышление, которое просто хотят, как предприниматели, возможно, да, зарабатывать на других участников, и они там прям такую жестокую стратегию используют, покупают предприятия, которые приносят им большие доходы. Игры настольные учат нас не просто весело проводить время, но и принимать поражение с улыбкой. Поэтому желаю вам приятных игр и запоминающихся моментов в вашей семье благодаря настольным играм, которые вы подберете для себя. Настольные игры учат договариваться, фантазировать и не бояться проигрывать. Но есть одно занятие, которое развивает все то же самое, но без кубиков, карт и фишек. Это чтение вслух. Сегодня на книжной полке история, которую хочется читать по ролям и пересказывать друзьям. Листаем книгу про нас с Вовкой. Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о серии книг Андрея Асковда «Как мы с Вовкой» или «Про нас с Вовкой». Книга про приключения двух братьев-сорванцов. Впервые о книге я узнал года 2 назад. Моя мама сидела, читала книгу и смеялась до слез. Потом книгу прочла бабушка и тоже смеялась. Я подумал, а что это там за Вовка такой с братом? И взял почитать одну из книг. Веселье начинается тогда, когда мама и папа привозят братьев на каникулы в деревню к бабушке и дедушке. И тогда начинаются приключения. Однажды Вовка играл в футбол и поставил на ворота курицу. Курица во время одного паса не смогла отбить мяч и улетела прямо в открытый колодец. И они спасали курицу из колодца. Скинули ей веревку, но курица почему-то не хотела ее брать. Вот глупая птица. Сколько ей не объясняй, вообще не взяла веревку. Тогда к веревке пришлось привязывать кота, чтобы он схватил курицу, и тогда бы Вовка вытащил их обоих. Но курица не захотела спасаться и орала. Кот тоже орал. На крики прибежала бабушка. Увидела половину Вовки, торчащую из колодца. Испугалась, заорала и схватила Вовкину половину. Тут уже от испуга заорал Вовка и отпустил веревку с котом. Орали уже все. Но пришел дедушка, всех успокоил и всех вытащил. Еще как-то раз Вовка лечил своего брата зеленкой и бинтом, да так, что деревенский доктор, увидев их с братом, упала на пол.
Тяжело приходилось бабушке с дедушкой, когда у них гостили внуки. Пакостили они много, но не специально. Оно все происходило само собой и от чистого сердца. Читайте всегда, когда вам весело и когда вам грустно. А ваши любимые произведения уже ждут вас в моей любимой библиотеке. До новых встреч, друзья! А в жизни, как и в книгах, приключения находят нас сами. Вот, к примеру, казалось бы, обычный лифт. Что, если он встанет между этажами? Как не растеряться, что делать и почему паника худший советчик? Смотрите в нашем следующем сюжете. Так, ну сейчас мы попробуем разыграть такую вот нештатную ситуацию, то есть застревание в лифте. Такое бывает, например, при отключении света. Нажимаем вниз, спускаемся мы с 8-го этажа. У нас отличное, хорошее настроение. И все, остановились. Остановился лифт. Так, ну как видим, лифт обесточен. Я так понял, что вот моргнул свет, это освещение осталось, это оснащен лифт, так как он современный, да? Да. Этот лифт оснащен аварийным источником питания для освещения кабины, но кнопки не отвечают. То есть, в целом, что нужно делать, да, в этот момент в лифте? Главное не паниковать, да? Правильно? Самое главное не паниковать, да. В случае чего тут как бы есть вентиляционное отверстие по всему периметру кабины, да, тут человек не задохнется в первую очередь, да. Надо в случае застревания нам нужно нажать на кнопочку, где нарисован колокольчик, нажать его несколько секунд, удержать. И сейчас мы выйдем на связь с диспетчером. Вызов принят, ждите ответа. Ну мы скажем, что мы проверяем, да? Проверка связи, как вас слышно? Ну, это мы сейчас как бы для съемок, но в этот момент уже можно переговорить с диспетчером и вызвать, соответственно. Да, объяснить, что мы застряли в лифте, нам необходима помощь. Да, в течение получаса сюда должна прибыть аварийная бригада и освободить у нас пассажиров. Приехала бригада. Да, все хорошо. Не надо не предпринимать никаких действий, да, самостоятельно пытаться покинуть кабину, надо просто ждать. Вы остановились между этажами еще. Да. Такое бывает. И задача вот именно аварийного персонала вот, освободить людей. Так. Все. И мы уходим из кабины. С помощью. Так, ну правильно я понимаю, что в таком положении лифт заблокирован, да? То есть... Да, он никуда не поедет, он обесточен полностью. Да. Обездвижен. Все. Так, ну, теперь... Как видите, друзья, мы благодаря нашему спасителю, да, вышли, и, соответственно, все достаточно просто. Самое главное не паниковать и вызвать диспетчера. Люди по-разному, да, реагируют. То есть это мы сейчас, ладно, мы снимаем, спокойные, да. Какие бывают, ну, какое бывает поведение у людей? Да, всякое разное. Вот сегодня было застревание, дверь выломали. Да, серьезно, да. Пассажиры выломали дверь и вылезли. А так бывало. Реанимация приезжала, кому-то плохо становилось, с полицией вытаскивали, на пожары также выезжаем, вытаскиваем людей во время пожара, вот были такие случаи. То есть во время пожара пользоваться лифтом ни в коем случае нельзя? Там даже в правилах указано то, что при малейшем задымлении нельзя пользоваться лифтом. Все. Ну, друзья, такие вот достаточно простые, но тем не менее правила, которые нужно выполнять. И в целом при эксплуатации лифтов все-таки это такое сложное механическое устройство. Нужно, во-первых, если вы застряли, то ничего не делать, не паниковать, вызвать диспетчера, да, с помощью кнопки и, соответственно, ждать помощи. Более полный выпуск смотрите в ближайшем выпуске передачи «Испытано на себе». Мы расскажем, как происходит монтаж лифтов, насколько они безопасны и прокатим вас на крыше лифта, прямо как в остросюжетных боевиках. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях этого утра.
На полях Амгинского района начались посевные работы. По агротехническим срокам в этом году посевная кампания из-за погодных условий немного затянулась. Так, посевные работы общества Амгинский подходят к завершению. Всего отведено 1610 гектаров. Из них ячмень сорта Тамми, пшеница Туймада и овес Веленский. Семенное зерно у покровчан свое с прошлогоднего урожая. В этом году работники хозяйства обработали к посеву 90 тонн семени, из них 600 тонн доставили хозяйствам района. На поля вышли современные комплексы посевного гибридного типа, также автомашины для подвоза зерна. Ребята все местные, опытные, хорошо знают свою работу, работают слаженно, поэтому никаких сложностей не возникло. 5 агрегатов, ну то есть комплексы, посевные комплексы, этот разбрасыватель, ну, удобрения разбрасывают, ну и машины зилы подвозят, подвозящие, которые зерно. Работников задействовано где-то, наверное, около 30 с лишним человек. В прошлом году урожайный год был. У нас очень хорошо в прошлом году 2000 тонн, 2800 тонн собрали зерновых в общем. Вот те же полученные семена мы в этом году подготовили, очистили и вот на посев в этом году все свои семена. По всей стране началась пора ЕГЭ. Выпускники сдают предметы по выбору – историю, литературу и химию. Всего в Якутии вчера экзамен сдавали около 2200 школьников. Для проведения экзаменов подготовлены 142 пункта. Один из них расположен в Якутской городской национальной гимназии. Оборудовали 11 аудиторий. Работу обеспечивают около 40 организаторов и наблюдателей. Сдавать историю в этот пункт пришли порядка 160 выпускников из 27 школ республики. Экзамены прошли в штатном режиме с соблюдением всех установленных требований. Наши школьники больше выбирают те предметы, которые необходимы для их будущей профессии, для экономики нашей республики. Тем самым мы в этом году отмечаем, что сегодня предмет химия будет сдавать 981 выпускник. Их раньше было намного меньше, допустим, 2 года назад это только порядка 600, а в этом году есть шансы у многих. Это будущие профессии, связанные с агротехнологическим направлением, с медицинским направлением, ну и, конечно же, наши химики-технологи и учителя химии. В Усть-Алданском Улусе учатся подающие надежды юные программисты. Среди них выделяется Айтал Готовцев, ученик 8 класса Мирюнской юношеской гимназии. Он за 2 года завершил проект по созданию полноценного приложения «Тренажер по геометрии». На разработку и оформление приложения понадобилось 2 месяца. Созданное приложение работает на платформе Android и предназначено для учеников 7-8 классов. Я с этим проектом участвовал в 2023 году «Шаг в будущее юниоры» и в Москве занял 3-е место. В 2024 году я «Открой себе ученого» пошел. В Питере в 2024 году занял 3-е место тоже. Я планировал эту тему уже закончить и перейти на более новое, более сложное, чтобы все было лучше продвигаться. Россияне смогут увидеть единственную яркую комету лета даже в бинокле. Ее появление ожидается в конце июля, начале августа. Комета, известная как Темпеля-2, краткопериодическая комета из семейства Юпитера, была открыта 4 июля 1873 года немецким астрономом Эрнестом Темпелем в обсерватории Брера. Комета обладает коротким периодом обращения вокруг Солнца – чуть более 5 лет и 3 месяцев. Это единственная яркая комета, появление которой ожидается летом 2026 года. Ее яркость будет составлять около 10-й величины в начале лета. Далее ее яркость будет нарастать. В начале августа достигнет максимума блеска, который составит около 8-й величины. Такими были актуальные новости этого утра. До встречи в дальнейших выпусках.
А сегодня все больше людей выбирают путешествия по России и открывают для себя уникальные уголки родной страны. Якутия – один из тех регионов, который удивляет масштабами, природой и настоящими приключениями. А конкурс, о котором мы сейчас поговорим, «Якутия. Земля приключений», помогает не только рассказать о красивых маршрутах нашей республики, но и вдохновляет жителей отправиться в собственное путешествие и поделиться своими впечатлениями. Подробнее о конкурсе, его участниках и о том, какие истории сегодня ищут организаторы, поговорим с начальником отдела развития туризма Агентства развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха-Якутия Ильмой Севастьяновой. Ильма, доброе утро. Доброе утро. Ну, что же представляет собой конкурс «Якутия. Земля приключений»? Мы знаем, что это региональный такой, да, этап. Да, это региональный конкурс. Этот конкурс, получается, организаторы нашего агентства. Этот конкурс мы проводим в этом году в первый раз. Это, можно сказать, наш такой первый опыт. Мы очень волнуемся и, конечно же, ждем активное участие наших жителей нашей республики. Что мы хотим вообще, да, кто участвовал, да? Это, конечно же, жители нашей республики, потому что действительно туризм сейчас у нас очень активно развивается, да, у нас очень большой потенциал, у нас очень красивая республика, которую мы должны показать. И мы же сейчас видим, что люди действительно показывают республику, да, они фотографируют, они снимают очень хорошие видеоматериалы. И мы хотим поощрить наших тоже активных участников, наших жителей, чтобы на их работу посмотрели многие, чтобы знали про это. А поощрить вот каким? Да, у нас вот получается наш призовой общий фонд — это 1 миллион рублей. Ух ты! Да, и там у нас будет, получается, несколько номинаций, и также еще будут дополнительные дипломы, то есть призов будет много. Достаточно. Да. А какие требования к участникам? То есть это могут быть любители или только вот профессионально какие-то режиссерские? Да, мы, получается, сделали именно массовый охват, то есть мы привлекаем всех. Самое главное, чтобы вам было от 14 лет. Туда могут принимать участие любители, да, фотографы, видеографы. Также могут участвовать отдельно муниципальные районы, да, потому что они же тоже снимают очень хороший контент отдельно про свой улус, допустим. Да. Там могут принимать участие также туроператоры, гиды-экскурсоводы. Но те, кто очень тесно связан с туризмом, конечно же, это турсообщество обязательно, и, конечно, люди, которые сами самостоятельно путешествуют по нашей республике. Есть какие-то требования к самому формату, скажем так, видео? Форматы, да, там, конечно, есть технические, это получается там какие-то... Самое главное, это у нас получается, если видео, это от 30 секунд до 8 минут. Это на видео. А фотографии там такого особо нету. Можно один какой-то репортажную фотографию хорошую, да, художественную, либо там серию фотографий. Тут же сразу стоит отметить, с какого числа принимаются заявки и до какого, да, времени. Наш конкурс уже стартовал 18 мая. И он продлится до 18 октября. То есть мы берем тоже большой охват, это время. Как раз-таки у нас сейчас начинается самый активный сезон путешествия, да, по Якутии. Наступило лето наше долгожданное, потом у нас будет золотая прекрасная осень. И чтобы люди могли за это время все это дело отснять, но все равно они будут это снимать. И мы хотим, чтобы они также приняли участие в нашем конкурсе. Ильма, мы знаем, что вчера также стартовал конкурс «Мое первое путешествие». Что это за конкурс? Да, это у нас стартовало именно вчера, 1 июня, потому что вчера у нас был Международный день защиты детей. Мы хотим, чтобы наши дети с ранних возрастов тоже любили нашу республику. Они путешествовали, да, это пешие походы, семейные походы, автопутешествия, чтобы они были ближе к природе. Мы его запустили, это именно не просто фото, это обязательно рассказ. То есть ребенок должен рассказать про свое первое путешествие. Это для школьников с 1 по 11 класс. Какие маршруты сегодня вызывают такой, скажем, самый большой интерес среди якутян и гостей? Ну, для гостей, конечно же, это у нас морозы, это больше зимний, да, зимний экстремальный туризм, это у нас полюс холода, да, это наши пики, да, вот эти горы, автоэкспедиции, да. А летом это, конечно, больше про внутренний туризм, но все равно летом у нас тоже очень интересно, да, это наши реки, это наши сплавы, это тоже горы, да,
Ленские столбы. То есть у нас очень большая республика, бесконечная, и ее прям можно бесконечно путешествовать по ней и узнавать очень многое. Но сейчас активно, конечно, летом это сплавы. А есть ли такие вот интересные места у нас, которые, ну вот те же Ленские столбы, это понятно, да, это визитная карточка, да, ага, те же Тукуланы. Есть ли такие места, о которых еще мало кто знает, которые, может быть, еще стоят в тени, скажем так, да? Ну, таких мест очень много, конечно. Туда ездят специально на экспедиции, чтобы изучать. Например, в последнее время у нас очень большой бум именно с китайской стороны. Это мыс Пакса, он находится в Анабарском районе. Когда ты смотришь сверху с карты, он как будто бы похож на голову дракона. А белый дракон для китайцев — это священное животное. То есть, если ты его увидел, ты становишься состоятельным, счастливым на всю жизнь. Поэтому китайцы туда хотят все. Но это, конечно, очень труднодоступно. Таких мест у нас очень много. Это больше, конечно, на севере. Что бы вы пожелали нашим телезрителям, да, которым обязательно нужно отправиться в путешествие? Да, всех приглашаю, да, принять участие обязательно в нашем конкурсе. Делитесь своими фото, видеоматериалами, потому что это архив, это остается навсегда, как говорится, да. И самое главное, любите свою республику, давайте путешествовать у себя на родине, потому что у нас бескрайняя красивая природа, настоящая природа, да, чистая. И, конечно же, у нас в каждом районе тоже есть свои люди, которые могут помочь, встретить, да, есть туроператоры, которые очень хорошо сейчас работают, гиды наши, и давайте развивать наш туризм все вместе. Ну и самое главное, куда направлять заявки? Да, заявки можно направлять через наш канал МАКС. Канал называется «Агентство развития туризма». Прям так и набираете, там выйдет. У нас очень интересный канал, и там есть прямая ссылка, куда можно отправить свою заявку. Ильма, спасибо вам огромное за такой интересный инфоповод в нашей студии этим утром. И призываем, конечно же, всех без исключения участвовать активно в конкурсе. Ну а наша программа на этом подходит к концу. Увидимся завтра в 7 часов утра.